Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока– природа и музыка. Мы продолжаем наше путешествие по детским воспоминаниям известных композиторов. Сегодня у нас в гостях композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. Сергей Прокофьев провел свое детство в деревне. В его сборнике «Детская музыка» много пьес, изображающих природу. Слушая их, можно представить, как маленький Сережа бегал по утру к речке встречать рассвет. Уже тогда будущий композитор видел красоту окружающей его природы. В сборнике Сергея Прокофьева «Детская музыка» есть такие пьесы, как «Утро» и «Вечер». Утро – мгновение, когда пробуждается природа. Последние звезды тихо гаснут в посветлевшем в небе. Видя, как золотые лучи появляются из-за горизонта, нам тоже хочется радостно улыбнуться и воскликнуть «Здравствуй, солнце! Здравствуй, утро!». Особенно приятно наблюдать рассвет. Воздух ранним утром чист и прозрачен. Иногда можно увидеть легкий серебристый туман. Край неба, обращенный к востоку, начинает розоветь. На фоне светлеющего неба проступают силуэты деревьев, с которых ветер как бы осторожно сдувает туман. Вот показался краешек солнышка, и все вокруг заискрилось. Засверкало тысячами разноцветных переливающихся огоньков. Солнышко помедлело, словно запуталось где-то, и вдруг выкатилось на простор золотым колесом со своими огненными лучами. Вместе с солнечным светом начинает оживать и природа. И кажется, что земля затаила дыхание в ожидании какого-то праздника. Вот уже слышится веселое щебетание птиц. Где-то заливается соловей. Птицы с радостью встречают новый день. Утренняя тишина начинает исчезать. Все вокруг наполняется новыми звуками. Совсем по-другому наступает осеннее утро. Утренний свет разливается медленно. Он бледный и неяркий, не то что летом. И не поймешь, рассвело уже или нет. Пасмурно осенним утром. Только листья подрагивают на дереве за окном. Они еще зеленые, но без яркого солнечного света кажутся бледными. В такое утро кажется, что природа не хочет просыпаться. Художник рисует солнечный день яркими светлыми красками, а хмурый день или вечер темными, мрачными. Композитор же пользуется музыкальными красками, и это особые краски. Мы не видим их, а слышим. Художник, когда рисует, выбирает краски. А может ли музыка рисовать картины? Послушайте пьесы «Утро» и «Вечер» из сборника Сергея Прокофьева «Детская музыка» и обратите внимание, какие характеристики подходят для этих пьес.
этих пьес подходят слова плавно, напевно, размеренно. Про мелодии, к которым подходят такие характеристики, говорят, что они песенные. В сборнике «Детская музыка» можно услышать пьесы и с другим характером. Представьте, как за окном в прекрасный солнечный денек вы в хорошем настроении отправляетесь на прогулку. Особенно много радости и чудесного настроения приносит прогулка весной, когда природа просыпается после долгого зимнего сна. Нежные и теплые лучи солнышка согревают землю. Весело шебечут птички, тает последний снег. Все деревья, кустарники, цветы вдруг оживают, расцветают и превращаются в настоящее разноцветное ожерелье. От красоты такого невозможно оторвать взгляд. Теперь послушайте пьесу Сергея Прокофьева «Прогулка» из сборника «Детская музыка». Музыка прежде всего выражает внутренний мир человека, его чувства, настроение, мысли, а изображает его шаги, походку, прыжки, танцевальные движения, а также разнообразные звуки природы, которые окружают человека. Изобразительные детали могут существенно дополнить музыку, сделать ее более яркой, более доступной и понятной. Они нужны в музыке как средство создания еще большей выразительности. Природа и музыка рядом живут, снежинки танцуют, сосульки поют, ветер играет на листьях слегка, и в такт этим звуком плывут облака. Тут дождь запоет, забасит вдруг пурга, то звонкая песня несет нас в луга, а мы будем слушать и подпевать, а может быть просто стоять и молчать. Итак, ребята, мы сегодня познакомились с музыкой Сергея Сергеевича Прокофьева. Это пьеса «Утро», «Вечер» и «Прогулка» из сборника «Детская музыка». На этом я заканчиваю урок. До свидания, до новых встреч!